Мы на этой улице родились. Это третье поколение нашей семьи, которое на этой улице мы живем. Вот здесь дед мой жил, отец здесь родился, я сама непосредственно здесь родилась, моя дочь, мои дети тоже здесь родились, понимаете, это несколько поколений, мы здесь вот живем. Вот такая ситуация у меня по жизни. И на сегодняшний день на меня подали в суд за то, что я живу у себя дома. Сверху тоже что-то посыпалось. Это если бы эта бордюра железяка упала бы на ребенка, это что такое? И плевать они хотели на то, что у нас участковый запретил им делать любые работы без его участия. Остался от бетона. Забор изуродован. Вот это происходит над моим домом. Так сказать, когда беда, например, касается не их, они думают, что как-то они не думают об этом. Вот до этого многие, я читал многих, например, в газетах, в журналах и по телевидению показывают, что очень много возмущаются люди, когда их, например, сносят их дома. Очень много недовольных. Я думал, ну вроде бы у них какой-то такой ветхий домик, ну дадут им новую квартиру, очень современную, со всеми условиями. Что здесь плохого? Вот я всегда так считал до того времени, пока это не коснулось лично меня. Ну, посмотрите, где находится фундамент, посмотрите сейчас. Вот смотрите, вот это вот наш дом. Вот это вот первый этаж, который вот. А дальше вот еще 3 метра, даже больше 3 метров оказывается. Это вот ниже нашего фундамента. Смотрите, какой подкоп. Близко очень. И там вода всегда. И это может в любое время спасти вниз. Вот этот плющ мы с папой сажали по штучке, прямо взяли его. Знаете, я каждый раз я папе напоминаю. Вы помните, как мы считали, каждый листочек новый. И мы вот эти проводили вот эти вот прутья, за которые мы заворачивали. Каждое утро мы вставали, каждую весну мы радовались с папой. Вот смотрите, вот еще росточек пошел, здесь еще росточек был. Здесь этот плющ, он был через раз, что ли, где-то через сантиметров 10, вот один виточек. Сейчас за несколько лет уже он так поднялся. Меня, например, это очень радует. Мне это очень приятно. Такая живая зелень. Еще когда вот это все польешь, или дождь прошелся, это свежесть такая, это запах такой. В прошлом году в августе месяце был такой несчастный случай. Упал вот этот вот подъемный кран. Когда его начали устанавливать, и он упал на дом отца него. И он, разбив несколько домов, крышу нескольких домов, в том числе и ванну, и туалет дома, двора ее отца, в том числе и вот этот вот груз, в который несколько тонн противовес этого крана, прям упал во двор. В общем, эта стрела вот так вот через проломив вот так вот пролетела, и вот там она остановилась. Они вот косметически немного вот так подлатали, пришли быстро. В общем-то, и вот здесь очень много детей было. Это было вечером дело, и они играли. Очень много детей было. Просто как успел ее отец всех звать, просто проходите. Проходите. Ина воронка ранего замин чухачухи. Пробила землю, да? Все для меня мы чуха бетон кладем. Вот это, да, свалилось? Он вместе свалился? Да. Это его кровь, да? И хамаш хуня мой. Вах. Вот этот бетон, они же будут кашал шел, да, хили? Прям в дом упал. Вах, то ба. Не знаю, что заки же семи ванат свет фетос. И нам халин зараги. В общем-то, очень печально было. Один человек скончался. Ну, в общем-то, вот так. Это вот двор, где родители ее живут. Она родилась здесь. Остался от бетона, где бетон упал. Вот такая вот вмятина. Вот такая вмятина от этого всего. Ничего я не требую, ни какие-то квадратные метры,
Я не требую ничего-то, ремонта даже я не требую. Мне это не нужно от них. Мы сами можем этот ремонт себе позволить. Я требую только безопасность меня, моих детей, которые мы здесь проживаем. У меня 2 несовершеннолетних ребенка, у меня внук. И им вот, как началась у нас эта война, около, значит, года тому назад, вот им было 2 с лишним, сейчас вот 3 с лишним года. Дети маленькие, в любой момент они просто могут выскочить и побежать, и никто мне не ответит в моем же доме по моей безопасности и моих детей безопасности. Вот никто. За безопасность никак. Племянница, она заработала столько болезней, она стоит на учете у врача, психолога, она уже просто вот после падения этого крана особенно, у нее вот прогрессировала эта болезнь, у нее есть просто, она не может сейчас просто спокойно говорить, не может это самое, у нее всегда панический вот этот страх, вот всего желтого, который, потому что того, что кран упал. А до этого, буквально, наверное, не соврать, недельки за 2 до этого мы разговаривали с генеральным директором, и он мне сказал, что под снос будет вот дом, и вы должны готовиться, выезжать оттуда. Когда я спросила, куда я буду выезжать, он мне сказал, сразу говорю, ни копейки у меня нет, денег на проживание я вам выделить не могу, вы можете поселиться у своего отца. Неужели вам комнату не даст? Вам и вашим детям. Неужели он вас не впустит к себе домой, у себя не поселит? Я сказала, почему вы решили, где мне жить, без меня? Будьте добры, создайте мне условия, куда я пойду. Вы свою квартиру, вот есть у вас какая-нибудь своя квартира, говорю, пустая? Вы мне ее дайте, я туда перееду, мне все равно. Мне нужно по безопасности, да, и мне нужно обезопасить своих детей. Я перееду, вот есть у вас личная квартира, мне не надо платить. Вы мне жилплощадь предоставьте временную. Он сказал, что нет, у меня своей квартиры нету, предоставить мы вам ничего не можем. Ну, найдите что-нибудь. Вот такая ситуация у меня по жизни. И на сегодняшний день на меня подали в суд за то, что я живу у себя дома. Я мешаю их стройке, и они просят суд дать разрешение на то, чтобы они принесли сюда технику, которая снесет дом, невзирая на мое, то, что я против, невзирая на это, снесет дом за мой счет. Подает фирма на жителей, например, этого двора в суд, потому что в связи с тем, что они проживают у себя дома. Вот представляете, где же логика? Потому что мы живем у себя дома, за это на нас подают в суд. Почему вы живете здесь до сих пор? Как нам быть? Куда нам? Тогда как, где здесь абсурд? Где вообще реальные эти? Прикрываться там чьими, какими-то именами или еще что-то там, говорить, что это все равно снесут. Ну хорошо, пусть снесут. Есть везде какие-то законные решения. Я думаю, что у нас демократическое и светское государство, и правовое, тем более у нас правовое государство. И мы все жители голосовали за это правительство. Я думаю, что это правительство защитит нас. Мы, во всяком случае, надеемся на это, что все-таки верховенство закона должно быть для всех одинаково, а не так, что, например, кто-то, если какие-то у него есть больше возможностей или больше денег, может что-то там говорить или еще какие-то в ультимативной форме высказываться. Я думаю, что это не совсем нормально. Прежде всего, нужно быть человеком. Было время, когда я жила за пределами Таджикистана. Да, шикарно, Европа, отлично, условия. Я тосковала и умирала по Таджикистану. Я хотела сюда. Мне не нужны были их условия, которые там грандиозное будущее. Мне нужен был мой солнечный Таджикистан. Солнце, ягоды, фрукты, зелень, все свое. Здесь у меня тоже есть фруктовые деревья. Мы тоже когда-то надеялись, что дети будут пользоваться, кушать свои собственные фрукты. Да и не в этом дело. Детство здесь прошло, юность, молодость, взрослый, уже зрелый вот эти возраст, когда уже ты осознаешь, на жизнь смотришь по-другому. Конечно, это все дорого, это же частичка менять этот дом. И жить в квартире после хали тяжело, само по себе тяжело. Некомфортно там, конечно, некомфортно. То ты форточку дышишь, а то ты постоянно на свежем воздухе.
Ну, как-то вот так получается. Я бы хотела, чтобы не трогали мой дом. Мне бы было здесь комфортнее. شدی